Камбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 5. Население Лхасы. Продолжаем рассказ 5. Рынок и торговля. Часть 25. Всматриваясь в вещи, продаваемые на рынке, случалось поинтересоваться оценкой всего товара отдельного торговца, и часто не удавалось насчитать и на 5 рублей. Какую же выгоду получают от этого капитала? Без сомнения, весьма малую. Но эти торговки никогда не теряют даром времени и все бывают заняты каким-нибудь посторонним делом. Одни нянчат и кормят грудью своего ребенка, другая придет овечью шерсть для ткани местных сукон, третья вяжет чулки, четвертая в более преклонных летах вертит молитвенный цилиндр и тому прочее. Помимо этих торговцев тут же сидят торговцы местными произведениями, сукном, по-тибетски намбу, термо, более тонкой и узкой материей, чем первые, деревянными и глиняными изделиями, разным готовым платьем и тому прочее. Здесь же происходит продажа старья, на которые очень падки тибетцы. Под видом же продажи старья часто происходят вольные или невольные аукционные торги. Съестные продукты продаются преимущественно на прилежащих улицах. Розничная продажа чая и масла главным образом находится в руках местных торговцев, хотя привоз из Китая и оптовая продажа первого продукта производится камскими купцами, а маслом оптом покупается от перекупщиков, кочевых тибетцев, живущих на окраинах страны. Хотя рынок бывает довольно оживленным весь день от восхода и до захода солнца, на самое большое оживление замечается под вечер, когда происходит так называемый гунтом, вечерний рынок. В это время жители Лхасы имеют обыкновение обходить посолонь, то есть оставляя святыню по правую руку вокруг квартала Джу, и в то же время просматривать выставку товаров, соединяя таким образом приятное с полезным и душеспасительным. Путь, по которому обходит квартал Джу, называется средним кругом Бархор. После захода солнца к ним присоединяются окончившие занятия торговцы, часто неся на себе весь свой товар, так что в это время вся улица заполняется бесконечной вереницей идущих в одну сторону. Только кашемирцы демонстративно прогуливаются в противоположном направлении. С наступлением темноты эти улицы пустеют, и места людей занимают бродячие собаки, ищущие чем поживиться на местах выставки съестного и положительно осаждающие запоздалых прохожих. Для пополнения обзора рыночной деятельности скажем о мерах и монетах, употребляемых в здешней торговле. Для сыпучих тел употребительна мера четверик ду, китайскую доу, равным 10 гарнцам бре. Но цамба при продаже измеряется коробкой емкостью меньше китайского гарнца шэцзи. Весовой единицей служит ньяга, равная 4 китайским ланам. 5 ньяга образуют 1 бо, а 4 бо равны 1 кхэ. Это последнее обыкновенно служит наибольшей весовой мерой. Весовыми инструментами служат безмены китайского образца, но можно с уверенностью сказать, что редко двое весов бывают согласны между собой. Поэтому покупатель всегда следит, у кого весы добросовестнее. И понятно, у того и покупают охотнее. Многие торговцы имеют одни увеличенные весы для покупок, другие уменьшенные для продажи. Это обстоятельство заставляет оптового продавца сравнивать весы у многих покупателей и сообразно качеству их назначать цены. Значит, добросовестность весов нормируется только интересами самого мелочного торговца.
Самая мелкая продажа делается на глазомер. Материи расцениваются и продаются сообразно своей ширине, по-тибетски харот, а местное сугно на маховую сажень или кусками, приноровленными к количеству, достаточному на известную вещь. Торговля во всем Центральном Тибете ведется на монеты, по-тибетски дамха, которые были заимствованы у непальцев, но в настоящее время чеканятся ручным способом на местном дворе у Паталы, местными наемными кузнецами под присмотром казначеев лам. Мне раз удалось видеть чеканку монет. Она производилась кузнецами ручным способом из сплава серебра и меди. Сначала выковывают на каменных наковальнях длинные, узкие, тонкие полосы, затем на них вырезают ножницами кружки, которые затем выбиваются в тисках с вырезкой. Во время моего пребывания в Лхасе один иностранец, по-видимому индиец, установил на монетном дворе машину для чеканки монет. Но монет этой новой чеканки мне не удалось видеть. Дамха номинально равняется по весу 1,5 китайского цина. Из этого количества 1 цин чистого серебра, а половина цина меди. Из этого количества 1 цин чистого серебра, а половина цина меди. На деле же теперешняя монета не достигает этого веса, и проба ее гораздо ниже, хотя старые монеты более добросовестной чеканки. В обращении находится много и совершенно недобросовестных монет, кои у нас именуются фальшивыми. Но в Тибете в подделке их нередко виновны сами казначеи и правители, выпускающие такие монеты из личной корысти. Дамха в разное время чеканки имели и разные рисунки. Самой распространенной в современном обращении является монета с надписью «Галдан Побран Шогле Намджал», то есть названием Далай-ламского дворца в Брайбуне, где она, как говорят, сначала и чеканилась, но сохранила свою надпись и по перенесении монетного двора в Паталу. Следующими по численности являются монеты с обозначением годов чеканки, выраженными группами цифр. Первая из коих показывает Рабджун, то есть 60-летие, начиная с 1027, а вторая – порядок года в нем. Мне попадались лишь монеты с обозначением 2 годов. 13/46 и 15/24, что соответствует 1792 году и 1890 году христианской эры. Кроме того, в ходу непальские монеты даже 17 и 18 веков. Курс этой монеты на китайское весовое серебро в последнее время сильно менялся. Мне передавали, что лет 20 тому назад за лан китайского серебра на монетном дворе давали 12 монет. Лет 10 тому назад давали 10 монет, но во время моего пребывания в Лхасе лан серебра выменивался лишь на 8 монет. Немного дороже скупают китайское серебро камские купцы, торгующие на Дацзянлу. Особых монет большей ценности нет, и более крупными единицами счета служат сран, по-китайски лан, который состоит из 6 монет, так что 20 монет равны 3 сранам. И доца или ямбу, заключающий в себе 50 сранов или 333 монеты. Равным образом нет монет и меньшей ценности, а при дробном счете употребляют монету особого образца, более высокой пробы, рассекая ее двояко пополам или на 3 части. При последнем рассечении 2/3 оставляются вместе. 1/3 монеты, долженствующая весить 5 китайских фынов,
называется гармана, что буквально значит 5 звездочек. А в переносном значении 5 финов. 1/2 монеты называется чеджа, рассеченная половина. 2/3, соответствующие одному цину, называется шоган, 1 цин. Разница между двумя последними, а также между чеджа и гармана, то есть 1/6 монеты, называется кхаган, то есть 1/6 часть. Но для последней нет отдельного кусочка, и в обиходе она оплачивается вышеупомянутыми разницами. Точно так же нет, конечно, отрубка для 5 долей от 6 монеты, отрубка для 5 и 6 монеты, хотя и существует для них особые наименования хача, то есть недостаток до монет одной части. К этому следует добавить, что рассеченные части почти никогда не встречаются в целом виде, а обращаются в дуги с слесарями, видящими выгоду в серебре, отсеченном из середины полукруга. Золотых монет в обращении нет, а золото продается в слитках. В 1901 году лан золота стоил около 40 сранов местных монет, то есть 53,33 рубля, или 1 золотник золота стоил 5 рублей. Кроме местной монеты, в Лхасе охотно принимают за 3,3 монеты британско-индийские рупии, по-тибетски пилингормо. Монеты эти охотно скупаются купцами из провинции Кам, где, как говорят, индийские рупии стали ходячей денежной единицей. При торговле принято употреблять все способы, рекомендуемые известной поговоркой «не обманешь, не продашь». Поэтому привыкли при продаже весьма сильно запрашивать цену наряду с непременным восхвалением предлагаемого товара и неоднократным призыванием в свидетели своих слов джу или джу ринбоче, к которому в таких случаях прибегают и мегометане кашемирцы. Покупатель, понятно, начинает давать с самой малой цены. Постепенным понижением запрошенной цены продавцом и повышением данной цены покупателем наконец приходит к соглашению. После отмерки покупатель обычно просит сделать прибавку. Это практикуется в особенности при покупке съестных припасов. Тогда продавец обычно делает прибавку, а затем и следующие, постепенно уменьшая дозу, более назойливые покупатели просят прибавки в 6-7 раз. Принято делать обыкновенно прибавку 3 раза, хотя бы такими долями, что приходится удивляться терпению той и другой сторон. Если продавец не уступчив на прибавку, нередко покупатель бросает товар и удаляется. Когда сделка уже кончена и стоимость уплачена, покупатель заставляет продавца сказать благопожелание по-тибетски монламдам или джаб. Тогда продавец берет проданный товар в руки и читает заговор, смысл которого сводится к тому, чтобы вещь служила очень долго и доставила счастье и долголетие потребителю. Потом, приложив ее к своему лбу, отдает покупателю, который и уносит купленное. Конец 25 части.